В Институте чеченского языка, возглавляемого профессором, академиком Академии наук Чеченской Республики Авхадовым Мусой Рукмановичем, лаборатории краеведения состоялась встреча с учителями истории нашей республики. Я прочитал им лекцию «Мусульмане Северного Кавказа. В войне против фашистской Германии. Духовные и политические формы противодействия». Были рассмотрены в ходе нашей лекции такие вопросы. Историческое и политическое значение Великой Победы Советского Союза и советского народа. Второй вопрос, который был нами рассмотрен, это духовная и политическая борьба мусульманского духовенства против фашистов. Следующий вопрос, третий вопрос, который мы рассмотрели, который я изложил в своей лекции учителям истории школ нашей республики, сколько мусульман приняли участие в Великой Отечественной войне и их роль в победе над фашистской Германией. Эти вопросы очень важны, актуальны. Учителя часто спрашивают, сколько было участников из Северного Кавказа в Великой Отечественной войне, какие подвиги им были совершены, сколько героев, какова роль духовенства, мусульманского духовенства в идеологической и политическом освещении войны с фашистской Германией. Были изложены цифры, приведены конкретные факты, было изложено количество мусульман, принявших участие всего Северного Кавказа, по Дагестану, по Чечено-Ингушетии, по Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Адыгеи, о патриотическом подъеме, который существовал среди мусульман, принимавших участие в Великой Отечественной войне, о роли духовенства, принявшие участие в идеологическом противодействии, духовном противодействии. Приводились документы конкретные, выявленные мною в архивах из разных источников. Семинар прошел достаточно интересно, учителя были довольны, но вместе с тем учителя задают вопрос, когда же все-таки мы получим учебники истории нашей республики, народов Северного Кавказа. Для них это важно, они не имеют информации. Очень важно, чтобы наши историки свои материалы, касающиеся истории Великой Отечественной войны, могли бы преподнести в методических пособиях, доводить эти методические пособия учителям истории нашей республики. Мы, ученые, недостаточно плотно, шире, основательнее работаем с учителями. Они нуждаются в наших знаниях, документах, фактах, накопленных нашими учеными-историками, обществоведами. Поэтому очень важно сегодня делиться с информацией, которую мы владеем. Сегодня, конечно же, это для учителей, если в свое время мы для учителей истории, обществоведения готовили учебники, издавали их, они, конечно же, были
с моей точки зрения, содержательными. Они были основаны на документальной базе, на архивных данных. Сегодня, конечно, в силу событий, известных нам, такая работа ослаблена. И вообще учебники истории, связанные с историей Чеченской республики, чеченского народа, их надо, с моей точки зрения, надо по-новому пересмотреть. Может быть, в определенной мере они загружены фактологической стороной, они загружены и документами, может быть, они в определенной мере в научном плане сложны, но где-то облегчая ситуацию, нужно, конечно же, написать и предложить учителям, это наш институт может такую работу выполнить, предложить учителям современные, приемлемые, востребованные учебники истории нашей республики. Здесь и вот такой вопрос учителя поднимают. По поводу учебника 10 класса под редакцией Мединского возник вопрос. Они проявляют недовольство учителя истории нашей республики. Местный материал, региональный материал недостаточен. Региональный материал фактически отсутствует. Прямо сегодня мне сказали учителя, что по Великой Отечественной участии народов Северного Кавказа в Великой Отечественной войне, особенно мусульман, вообще такой информации в учебниках нет, не могут найти. На семинаре я назвал такую цифру: 450 тысяч жителей, воинов Северного Кавказа приняли участие в Великой Отечественной войне. Из них 350 тысяч мусульмане. Это не написано. Я первый раз вот из ваших уст. Совершенно правильно. Но более того, я сказал, что на войну уходили, молодежь уходила, получив благословение от своих родителей, от духовенства. Вот, родители и духовенство призывали своих сыновей, своих родственников, уходящих на войну, сражаться с врагом до победного конца, не сдавать свою свободу и независимость. Выполняли дуа, исполняли дуа, читали мавлиды, талисманы готовились на основе арабских, на основе аятов Корана. То есть они их брали с собой. Эти талисманы были у них во время войны. Они даже такие случаи во время войны были. Они прямо говорили, шли в бой на врага именем не только, скажем, своего государства, но с именем Аллаха шли в бой против врага. Более того, духовенство сыграло огромную роль. Наше местное духовенство, наши муллы, наши старики, участники гражданской войны, красные партизаны проводили в городе, в центре города Грозного митинги, все в селах проводили. В центре города Грозного проводили митинги, в соседних республиках проводили митинги. И выступали, и призывали сражаться, защищать свою родину, считали защитой своей родины это обязанностью для мусульманина. Ну, разные, конечно, цифры есть сегодня
с моей точки зрения, я основываюсь как раз на документах, на исследованиях наших ученых, специалистов в этой области, в частности, на Магомеда Музаева, ныне покойного. Магомед Музаев, в общем-то, называет цифру, что 45 тысяч чеченцев и ингушей принимали участие в Великой Отечественной войне. Эти цифры, конечно же, они разнятся у других. На Северном Кавказе тоже они такой четкой, ясной позиции нет. Но надо учесть тот факт, что перед учеными, которые изучают историю Великой Отечественной войны, задача исследовательская по выявлению участников не закончена. Она должна быть продолжена. Видимо, до сих пор в архивах есть факты, не выявленные, полностью не выявленные по участникам Великой Отечественной и по награждениям, даже по героям, присвоенным героям Советского Союза. Тоже поиск нужно вести. Здесь, мне думается, наши вузы, наши академические центры могли бы в этом направлении неплохо поработать. Это надо продолжить. Так что этот вопрос, который вы задали, он очень актуальный. Он с повестки дня не снят. То есть работа еще предстоит? Безусловно, большая работа предстоит. Сегодня же учителя говорят, у нас нет фактов. Учителю нужны, конечно, материал нужен дать, факты нужны, имена нужны, вот, документы нужны. Они в этом нуждаются. И семинары вот эти вот нужно проводить чаще с учителями. Учителя буквально нуждаются в такой вот методической, теоретико-методологической помощи. В свое время мы эту работу, в советское время, мы это хорошо проводили, эту работу. Сегодня надо активизировать эту деятельность. Сегодня актуальность. Я даже отметил, что на параде сегодня принимали участие представители из 27 стран мира, что это востребовано. Народы мира знают об этой войне Великой Отечественной. Это вообще-то фашизм и нацизм. Эта проблема не снята с повестки дня. В Европе эти тенденции идут. И сегодня всякие попытки умалить значение Великой Отечественной войны, участие наших народов, участие наших народов укрепляло единство. Вспомнить об этом сегодня, рассказать об этом сегодня, да и до наших учеников, школьников, студентов довести. Это означает способствовать укреплению единства наших народов, нашей страны, и религии, и культур. Это очень важно, очень ценно для нас. Мне так думается, поэтому упускать этот участок работы, то, что наш институт, благодаря как раз руководству профессору Авхадову, который много делает в этом направлении, это очень ценно, важно. И дальше необходимо, конечно, такую работу, продуманную по освещению проблем краеведения нашей республики. Я думаю, что она должна быть расширяться, эта работа, углубляться. Сегодня семинар был интересный, я так считаю, что он меня нацеливает даже на осмысление связи между прошлым и настоящим. Это очень ценно. Вот эта преемственность прошлого и настоящего, нельзя допустить, чтобы эту преемственность прервали, ее разрубили. Надо эту преемственность сохранять.
Если мы не будем эту преемственность сохранять, то во что мы превратимся? Народы нашей страны во что превратятся? Они, как мангуртов, наверное, мы не хотим, чтобы мангуртами выросли наши дети, внуки. Это очень ценно, это очень важно эту работу проводить сегодня. Об этом, конечно, работая здесь, в институте, мы об этом думаем, но надо и шире смотреть на эти вещи. Во всех школах такую работу нужно проводить, во всех техникумах, колледжах, вот, вузах. То есть все-таки это и проявление нашей исторической памяти. Это наш патриотический долг, как мне кажется.